Всем привет! Меня зовут Ирина Мальцева, автор и основатель онлайн-школы выпечки на закваске «Живой хлеб». И сегодня рада вас приветствовать в своем кафе. У нас сегодня выходной, но я решила наконец собраться с духом, силами и отснять вам этот видеоролик. Наша кафешка работает уже целый месяц, чуть побольше. Мы открыли в старом городе Шкофя Лока в Словении. Вообще это случайно получилось, но, как это сказать, нас все привело к этому именно помещению и к этому кафе. Мы решили именно делать кафе, а не пекарню, потому что такое подвернулось помещение для аренды. Что мы здесь готовим, что я здесь пеку. Пеку пока только я. Помощников у меня касательно выпечки пока нет, но я справляюсь, пока мы только в самом начале пути, и я пеку все собственными руками. Вообще у нас предполагается здесь кафе пряничное, потому что традиция города Шкофя Локи – это более чем 200-летняя история изготовления печатных пряников. Они очень похожи на русские печатные пряники, общие мотивы растительные, но основной такой элемент – это сердце все-таки. В основном я здесь пеку пряники, и клиенты у нас покупают, туристы тоже покупают пряники, но тем не менее у нас есть еще другая выпечка, у нас есть медовик, я готовлю, орешки с вареной сгущенкой. Где орешки, там и сладкая кондитерская колбаса. Хотя сладкая кондитерская колбаска – это и итальянская тоже традиция, то есть это сладость, которая одновременно возникла и очень любима и в Италии, и в России. Я не знаю, одно из другой страны как-то, видимо, перешло. Вот так выглядят наши витрины, наши лоточки с пряниками. Здесь подписаны разные начинки. Мы делаем с начинками тоже, это новинка. В Словении нет пряников с начинкой. Во всяком случае, сейчас не изготавливают. Это фасованные пряники, не печатные, просто обычные к чаю взять с собой пакетик. А здесь у нас с надписью подарочным, например, это пряник «Поздравляю», чтобы можно было кому-то преподнести. Есть еще пряник с любовью. Витрина у нас пустая, вчера были выходные, почти все съели. Вот остатки: орешек, медовик одинокий, колбаска. Это, кстати говоря, пряники с вареной сгущенкой. Свет сейчас выключен на витрине. Что здесь? У нас всякая посуда, чаи вон там. Еще новогодний домик не убрали, пока стоит. И кофемашина наша. Вина, выбор. Так, несколько столиков у нас, не сильно много, но вот так это все выглядит сейчас. Наши основные сейчас, во всяком случае, зимой и не в туристический сезон, наши клиенты словенцы. У нас большой выбор кофе. Кофе – это тоже любимый напиток в Словении, и очень много разных видов, и кофе без кофеина, и на растительном молоке, и какого только нет. Но, тем не менее, все равно у нас хороший выбор чая, причем мы предлагаем заварочные чайнички, чай завариваем рассыпной, и для многих это какая-то неожиданная вещь и очень крутая, потому что в основном, если в кафе предлагают чай, то чаще всего вам дадут просто пакетик, а у нас целый чайничек мы наливаем, завариваем, и это тоже, видимо, такая особенность, которая нас отличает. Мы предлагаем вино разных видов, и это домашнее вино, которое нам любезно поставляет родственник нашей одной сотрудницы, студентки, которая у нас работает. Ее дядя вплотную занимается виноградниками, этим бизнесом, и поэтому можно сказать, что у нас домашнее высококачественное вино, которое имеет всемирные даже награды. Еще, наверное, хочу сказать, что многие знают, обрывочно, так я в Инстаграм показывала, просто на YouTube у меня не было отдельного ролика, решила наконец его отснять.
И многие не совсем в курсе, открыли пекарню или не пекарню, или все-таки кафе. У меня здесь есть кухня, поэтому можно назвать это как бы два в одном. Небольшая кухня, где я пеку, то есть это пекарня, но не в классическом ее понимании, потому что хлеб здесь я не готовлю. Пекарня у нас открывается не в 6 утра, то есть свежий хлеб здесь купить нельзя, просто прийти там и купить багет или что-то. Этого в продаже у нас нет, то есть у нас именно печенье, пряники, и мы сконцентрировались вот на этом. Тем не менее, для оформления, например, заказа, если на сайте, у меня есть хлеб, который я могу сделать, но под заказ. Это почему я делаю так, чтобы не было большого количества остатков. Ну, например, ну и позиционирование тоже другое. То есть, когда это туристическое кафе, где основной товар – это пряники, то как-то размывать аудиторию и говорить, что все для всех, и выпекать еще и хлеб, это было бы лишним. Перед Новым годом мы продавали еще панеттоны, я делала, но это тоже как элемент сладостей, выпечка такая праздничная, и, конечно, она была у нас сезонна. Вот так у нас здесь 4 столика, 2 окошка, но они низкие, у нас небольшой спуск вниз, здание старое, как видите, арочное такое. И получается здесь 4 стола, еще один стол слева от меня, и на улицу мы сейчас 2 столика выносим, но можно больше. Еще у нас есть вот такая вот зона для одного человека, если, знаете, кто-нибудь интроверт. Вот так постепенно формируется концепция нашей кофейни, пекарни. И хочу сказать, что мы сейчас единственные, кто производит, кто предлагает печатные именно пряники вообще во всей Словении. Вот такое вот мы решили организовать дело. Что касается самого рецепта, это моя разработка, но основана на исторических всяких справках, на традициях изготовления. Набор пряностей также он традиционный, но рецептура сама мною доработана. Я использую ржаную закваску при изготовлении пряников, ну, как дань традиции приготовления. Вообще пряники назывались здесь медовый хлебец, медовый хлеб, хлебчик маленький, да, и как дань уважения выпечки хлеба, ржаная закваска у меня также есть в рецептуре. Вот, поэтому можно сказать, что современное прочтение, современный вкус, который бы нравился и туристам, и самим словенцам, и гостям города Шкофья-Лока, но при этом традиционная форма и способ изготовления именно в деревянной форме. Вот, поделилась с вами я, наконец, нашей новостью, и если у вас есть какие-то вопросы, что-то интересует вас, пишите в комментариях. Принимаю также, что поздравления, я не знаю. Ну, короче, задавайте вопросы, пишите, давайте пообщаемся на эту тему. Готова какими-то вещами поделиться с вами. Все, на этом я видео, пожалуй, буду заканчивать. Дальше уже будет видно по ходу дела, буду снимать продолжение или нет. Спасибо за просмотр, поставьте лайк, если не сложно, и до встречи, пока! Наши изделия, наша очень сложно сформулировать.